Друзья, как я уже сказал, в этой части, вернее, в сегодняшнем выпуске передачи, и в этой части в том числе, мы говорим про годовщину так называемых гагаузских референдумах, которые прошли, как вы помните, 2 февраля 2014 года. Сейчас, почему мы коснулись этой темы? Ну, во-первых, не потому что десятилетия, а потому что местные власти, имеется в виду власти автономии, организовали целый ряд мероприятий, посвященных этому. Да? И в школах проводят, и ГРТ заявила о том, что она проводит цикл передач, посвященных этому референдуму. Значит, и марш запланировали на пятницу 2 числа. И все это при всем, что мы понимаем контекст всего этого, почему мы понимаем, что это было против Республики Молдова, и мы понимаем, что это было сделано в контексте российской агрессии в Украине, как в 2014 году, так и сейчас. И зачем вообще они поднимают эту тему, будоражат общество? И я предлагаю поговорить с нашим гостем сейчас. У нас в студии Сергей Афанасьевич Чернев. Сергей Афанасьевич, здрасте. Здравствуйте, Михаил. Добро пожаловать. Вы помните, как это все развивалось тогда, в 2014 году? Были непосредственным участником этих событий, да, в том числе, и видели практически с первых рядов, как это все организовывалось. Вот Константинов Дмитрий Георгиевич, председатель Народного собрания, недавно дал интервью ГРТ, где рассказал, как он это все организовывал, с такой ностальгией, с такой гордостью он вспоминал. И там меня, честно говоря, очень сильно озадачил один момент, где он говорит, что он фактически держал в заперти 17 или 18 депутатов, ожидая 18-19 голос. Ну, с моей точки зрения, это не совсем по закону, да, то есть как бы и поднимает вопросы о законности этого референдума. Что вы можете сказать по поводу этого референдума, как он организовывался? Михаил, знаете как, давайте сейчас вот пошло вот это муссирование какое бы именно вот этого референдума десятилетней давности. Да. Давайте мы возьмем подоплеку. Почему я привык всегда, если есть проблема, пока ты не найдешь ее корень, ты ее никогда не решишь. Здесь давай не будем скрывать, может кому-то не видно, пошла подготовка к президентским выборам. Которая входит в свою решающую фазу. И сегодня я вижу, мое личное видение, дестабилизация страны перед президентскими выборами будет именно с Гагаузией. И сейчас идет какая-то психологическая подготовка нашего населения к этому. Это начинается, вот по 50 евро раздают, по 10 лей газ обещали, НДС обещали, как бы забирают, патентообладателей вводят за нос, я хочу сказать. Вот так, понимаете? И вот это идет все подготовка. А некоторые, вот понимаете, ГРТ начала муссированную передачу именно по этому поводу. Хотя этот повод я не считаю даже большим поводом. Вот я говорю перед всеми, я в референдуме не участвовал и был и тогда против, и сейчас против этого референдума. Почему? Потому что Гагаузия от этого референдума, кроме проблем, ничего не имела. Вот, да. И сейчас вот я смотрю, некоторые филологи, Михаил, я извиняюсь, некоторые филологи, у нас как бы получается так псевдопатриоты, общественные деятели, правда я не знаю, кто им эти корочки дает. Понимаете, вот эти? Самоназванные. Да, самоназванные. Вот я говорю, откуда они эти корочки берут и кто им их выдает, общественных деятелей. Вот так, ходят на телевидение, говорят, Гагаузия не должна участвовать в президентских выборах, не должна участвовать в вот этих выборах. Специально нагнетают ситуацию перед вот этими президентскими выборами, чтобы специально дестабилизировать ситуацию именно отсюда, с Гагаузии. Вот в чем проблема вот этого нашего референдума. Там, знаете, как я вам скажу, весь беспредел, вот, который сейчас творится у нас в Гагаузии, потихонечку, который перейдет дальше, вот как только потеплеет по всей стране, из-за господина Шора, который это все финансирует. Вы увидите, как в марте месяце, как только потеплеет чуть-чуть, начнутся массовые как бы митинги, вот этот, начнется недоверие к властям, всякие еще там вот псевдореферендумы, которые вот это пытаются вот сегодня... Ну, Илья Узун заявил, да? Илья Узун, который заявлял. Все вот это будет вытягиваться... О недоверии президенту. О недоверии президенту, недоверии правительству, все это будет где-то туда более к августу месяцу. И опять из Гагаузии. Да, опять из Гагаузии. Почему? Потому что, по моим сведениям, не знаю, насколько они правильные, выборы президента будут 27 октября. Вот так как бы прошел такой слух. Может он правильный, может он неправильный. Я не знаю, но сказали 27 октября. Это значит 27 августа, минус 2 месяца, начнется предвыборная президентская гонка. Но они уже должны, левый фланг должен озвучить своего президента, одного или двух кандидатов, которых пойдут на президента. Они уже должны озвучить где-то в мае месяце. И весь накал страстей пойдет именно... Вот сейчас начнется как бы март,
и май месяц будет раскручиваться. Почему? Потому что будет предвыборная гонка, которая пойдет в этом. И гагаузии в этом будут использовать слепую. Почему, говорю, вот даже как вот этот референдум был, я был непосредственным участником. Я тогда говорил, и знаете как, в референдуме виноваты два человека. Виноваты Константинов и господин Фурмузал, которые этот референдум замутили, а потом испугались и убежали. Константинов сломал ногу себе. Вот так. Сломал или якобы сломал? Якобы сломал ногу, убежал и появился где-то 29-30 числа, чтобы еще раз народным собранием принять вот это как бы постановление на 2 февраля, чтобы его не дали туда, вот это, его не опубликовали, не дали. И не опротестовали, почему суд не было чего опротестовать? Понятно. Почему? Потому что постановление, там 3 или 4 дня они имеют право его на публикацию, они именно вот так его вытащили. Вот практически референдум провели Валерий Федорович Яниоглу и госпожа Лесник, которая была председателем ЦИКа. Почему? Потому что был до этого председатель ЦИКа, он убежал. Вот так и осталась Лесник, которую я потом бегал полгода, вытаскивал по прокуратурам. Почему? Потому что ее обвиняли в проведении референдума ее. Плодами референдума... То есть, грубо говоря, на нее скинули все? Да, на нее скинули все стрелки. Плодами референдума воспользовались 3 человека, которых я вижу здесь, даже 4. Первый был Фурмузал и Константинов, которые заработали денег на этом. После этого референдумом воспользовалась, как назвал ее наш Фурмузал, я извиняюсь сразу, рыжей баллонкой, которая после этого стала башканом Гагаузии. И 4-й, кто поимел в этой ситуации, поимел господин Дадон, которому открыли российский рынок на мясо, которым занимался его брат, или кто вот занимался. Вот кто поимели. А народ Гагаузии использовали в темную, как тогда, как и сейчас используют Гагаузию в темную. И сегодня вот сам Константинов говорил, что, понимаете, я запер депутатов туда. Почему ты их запер, если это было волеизлияние от души, которое оно должно было быть? Хотя действующая власть тогда пригласила и Фурмузала, пригласила и Константинова, и сказала: ребята, что вы хотите? Вот мы хотим отложенный статус, чтобы внесли в Конституцию при случае потери Молдовы суверенитета, что мы сегодня готовы, как бы, Гагаузия имеет право на самоопределение. На что им действующая власть сказала: ребята, в течение января месяца до 2 февраля мы вам гарантируем, что мы это проводим через парламент и вносим в Конституцию, и парламент он пройдет, говорит, большинством голосов, что мы это внесли в Конституцию. На что наши ребята вот так пожали руки, развернулись, ушли, сказали хорошо и ушли. Не было цели провести, как бы внести это в Конституцию. Цель была заработать и взбудоражить ситуацию. Почему? В том же году у нас получалось так, что ко мне вышли вулканические матери, говорят, наших ребят куда-то берут учиться, говорят, в этот... за рубеж. Берут их учиться... Куда за рубеж? Ну, за рубеж, ближнее зарубежье, или как дальнее, вот так, как его считать. Это спросить можно господина Кару Анатолия и господина Фурмузала. Они скажут, где какое зарубежье, которое я бегал. И когда я начал выяснять, куда и что, их, оказывается, берут на какие-то военные курсы, на подготовку вооруженного переворота. Вот так. Я быстренько этих вулканических приостановил, а СИП в тот момент начал заниматься этим делом, и некоторые, Толик Кара, и некоторые ребята отсюда успели, убежали. У Сергея Бузаджи по этому поводу в кабинете проводили обыски. У Сергея Бузаджи проводили обыски. Почему? Потому что там группу людей готовили. Это получался второй украинский сценарий. Тот же 14-й год получался украинский сценарий. Но... На Донбассе то, что они делали, да? Да, на Донбассе. Вот получалось, все одно шло с другого. И вот как был проведен референдум. И референдум, когда кто-то говорит, что было 98% явки, а не могло по-другому быть. Почему? Потому что был правильно поставлен вопрос. Агитация шла как: или вы выходите на референдум, или мы завтра оказываемся в Румынии. То есть запугали народ? Народ запугали. Народ, я не знаю, почему наш народ, помнят румынов, наверное, с тех 40-х годов. Вот это впитали молоком матери, и получается, что вот так идет. Запугали румынами. Да, запугали румынами. И сейчас вот местные, вот они за 10 лет ни капельки не поумнели. Тот же Константинов выходит, тот же выходит наши вот эти горе-патриоты, я их как называю, местный гагаузский Хамас.
вот они которые будоражат ситуацию вот снутри. Вот сегодня они добьются того, что нас сегодня вот Гагаузию просто вот так вот огородят стенкой, огородят вот этими стенами, как Палестине огородили, и будем копать подкопы с Чадурлунгом, Вулканешта или с Вулканешта Камрат. Вот я говорю, до чего они вот доведут ситуацию. И они, эти наши хамасовцы, вот местные, вот у меня очень большой вопрос сегодня к СИБу. Вот внесли в санкционный список, внесли Гуцул. Почему этих тоже не внесли в санкционный список, которые были в Тель-Авиве, которые 3 человека, которые из нашей Гагаузии поехали туда, которые брать указания? Илья Узун, Михаил Влах и Дмитрий Константинов. Да. Почему местных хамасовцев не внесли, гагаузских хамасовцев, не внесли в эти санкционные списки, как международную преступную группировку, которая сегодня завладела регионом, путем подкупа завладела целым регионом, и как... Почему до сих пор их не привлекли к уголовной ответственности? Вот у меня очень большие сегодня вот вопросы к местным органам СИБ. И сегодня я тем же хамасовцам говорю. Или они, местным хамасовцам. Да, местным хамасовцам. Или они гагаузским хамасовцам. Вот так. Или они плохо у них в школе было с грамматикой, ну хотя бы географию они должны были учить. И когда они кричат «таможенный союз», когда они кричат сегодня «внешний фактор», «самоопределение», вы хотя бы представляете, с кем вы граничите, ребята? С кем у нас границы? Если вы думаете, что придет Болградская дивизия, как тогда пришла на помощь, вы ошибаетесь. Ошибаетесь. 8 лет идет война на Донбассе, которая не заканчивается, которая уносит жизни мирных людей. Ну, по всей Украине идет война. Это вы хотите, чтобы здесь было в Гагаузии? Хорошо, зачем они будоражат эту тему? Сейчас. Ну, уже же понятно, что вы сами, ну, я думаю, что они все понимают. И те, кто хотели в этот таможенный союз, которые голосовали, тоже понимают, что никакого таможенного союза, и по тем же причинам, как вы сказали, география просто нам не позволяет. Второе, все помнят, как это развивалось на Донбассе, как это развивалось в Украине, по тому же сценарию это было в Гагаузии, просто в Гагаузию не смогли, потому что нет общей границы. На Донбассе есть общая граница, туда смогли завести ДРГ этого самого Гиркина-Стрелкова, сюда не смогли, потому что нет общей границы. Зачем вспоминать эти референдумы сейчас? Чего они добиваются? Пошла подготовка к президентским выборам. Это во-первых. Да, ну вы это уже сказали. Это во-первых. И вторая, Шор сегодня пытается уйти от уголовной ответственности. А уголовной ответственности он уйдет только в том случае, если поменяется политический строй в стране и отменится вот это. И самое страшное, то, что они сегодня делают, у них нету поддержки людей. Кристева, которая сегодня начальник управления образования, дала приказ всем школам 12-классников вытащить на вот этот сегодня на вот этот парад и учителей, садиков, работников как бы с детских садов, школ и учеников 12 классов, дала приказ, чтобы надо выводить на вот это их мероприятие, которое делает этот местный горе-патриот, советник Башкана Гагаузии. Вот это делает. Марш, и марш, который они хотят сделать. Это сегодня самый цинизм, который может сегодня сделать начальник управления образования. Я обращаюсь всем к директорам школ, обращаюсь к родителям. Не пускайте своих детей на эти политические игры беглого олигарха Шкора. И Кристю сегодня лично прошу руководство страны, начальника министра образования, чтобы привлекли к уголовной ответственности за то, что используют автобусы, за то, что используют детей в политических играх каких-то преступников. Призывают. Ну, вроде приказ отменили. Ну, приказ отменили, но пока она его вниз не пустила. Пока ни школы, ни садики, вот мне звонят руководители, говорят, мы еще не получили этот приказ. Она может сегодня перед Кишиневым тоже играть какую-то игру. Вот я приказ написала, но вы меня извините, он не дошел. А доходить будет, как наш референдум, когда было, вот сделали постановление и дали его через 3 дня. Я попрошу коллег с редакции, если это возможно, созвониться с некоторыми директорами. И пусть директора, которые нас смотрят, напишут в комментариях, если они получили приказ, второй приказ Кристевой об отмене первого приказа об участии детей в этом марше. Ну хорошо, дальше что? Они, с вашей точки зрения, смогут провести этот марш? Марш. И, кстати, Евгения Гуцул так активно вовлеклась. Где она была в 2014 году? Ну, знаете, как Евгения Гуцула, как сказал про нее, табуретка, которую сейчас выдвинули опять на передний план. И она просто не понимает, куда она попала.
Этот исполком вообще не дееспособный. И Гагаузия, то, что имеет все проблемы, имеет именно от исполкома. И сегодня я смотрел передачу господина Формузала, он правильно сказал, очень правильные вещи, что если будут стоять интересы Шора и интересы Гагаузии, то Евгений Гуцул выберет интересы Шора. Вот, А Михаил Формузал? А Михаил Формузал, ну, я посмотрел его передачу, у меня такое сложилось впечатление, что он заигрывает перед Шором, у него там нету специалиста, а я вот такой готовый специалист, Мишка 20%, возьмите меня, а я дальше отработаю его. Ну, мы, конечно, готовы. Мы хотели бы этот вопрос задать Михаилу Макаровичу Формузалу. Я готов с ним выйти на дебат. Безусловно. Я уже после того, как бы, рокового для него случая, все пытаюсь с ним выйти где-то на дебаты, чтобы объясниться, и он так и не хочет. Сергей Иванович, это было самое рейтинговое шоу Гагаузии в Республике Молдова. Ну, как бы, все рейтинговые шоу у нас, наверное, будут впереди. Да. Так, подождите, он хочет в исполнительный комитет или что? Я думаю, что да. На какую должность? Я думаю, на первого заместителя, ниже он не пойдет. Илюша Узун согласится? Ну, а Илюшу Узуна никто спрашивать не будет. Никто не будет спрашивать? Нет. Так, дальше, да, продолжая эту тему референдума, буквально еще пару вопросов. Что, с вашей точки зрения, должны предпринять власти? Вот мы видим, пытаются... Кстати, отмена этого приказа — это результат чего? Ну, Это приказ об отмене этого приказа, который вы утверждаете, что не спустили директорам. приказ, ей помогли его отменить. Я вот так Кристевой думаю. Да, Кристевой помогли отменить. Но она по своей наивности, она не понимает еще, какие ее ждут последствия. И это сегодня есть процесс образования, есть куррикулум, или как он правильно называется. 2 февраля не было о том, что он был выходным днем. Дети должны были получить какие-то знания. Там, Ну, в Гагаузии он объявлен выходным днем. Это в Гагаузии, а в общеобразовательной системе образования с Министерством образования это согласовали? Или мы учимся сами по себе? Вот так и мы не одна единая страна. И сегодня школы, где начинают вот этот геральдизировать, или как вот этот праздник, я вот этих директоров не понимаю. Вот я говорю, чем мы хвастаемся? Что вот я говорю, референдум, да, кричали, орали. Покажите мне коэффициент полезного КПД от этого референдума, что имеет Гагаузия. Кроме вот этих 4 человек, которых я сказал, что они поимели. И когда господин Формузал сетует на Ирину Влах, называя ее там рыжей баллонкой, вот так, извиняюсь, чтобы вы не сказали вот это. Вы цитируете Формузала, да? Да, я цитирую Формузала. Кто ее за руку привел в башканское кресло? Кто ее возил по кабинетам везде? И, везде это где? Ну, знает он. В ближнем зарубежье? Да, в ближнем зарубежье. Вот возил по кабинетам, я объяснял, что она вот самый достойный, самый хороший башкан. Какую цель преследовал Михаил Формузал? Он думал, что это не справится, не справится со своей должностью. И он обратно через полгода, образно, через 7 месяцев опять станет как бы башканом Гагаузии. Ну, господин Формузал недооценил эту как бы блондинку. Почему? Потому что не зря она ходила по подворотням парламента 10 лет, чтобы вот так просто отдаться Мишке 20%. Хорошо. Хотя на тот момент был Сергей Бузаджи, подготовленный кандидат, который мог выиграть башканские выборы и который бы потянул бы башканство. Ну, Формузал где-то, наверное, в нем сомневался, что не сможет им руководить, а думал, Ирина упадет, а мы дальше потихоньку опять как бы вернемся на круги своя. Станем опять башканами, будем в эту Гагаузию потихонечку... Еще одно мероприятие. Да, я обратил внимание, что они эту тему разгоняют, школы. Действительно, они это каким-то образом пытаются это все героизировать, но как-то это очень, очень все притянуто за уши. Мы видим, что уже и люди это самое звонят. Вы наверняка наблюдали, смотрели эту передачу с Михаилом Влахом на ГРТ. И еще один вопрос. Да, кстати, по вашему ощущению, люди понимают, что произошло или нет? Или по-прежнему запугивают через телевидение? Нет, люди наши начали потихоньку понимать. И тогда не было бы призыва, то, что мы попадем в Румынию, то, что придет как бы Румыния, соединимся с Румынией, не было бы никогда вот этого референдума, не прошел бы в таком количестве. Почему? Потому что это именно людей запугали. И сегодня, когда Михаил Влах говорит, что 98% выйдем опять, пускай попробуют сделать опять референдум, результат будет наоборот, я им сегодня гарантирую. Да, есть категория людей, которых сегодня хотят на ту сторону, есть категория людей, которые хотят в ту сторону. Я им говорю, кто хочет туда, идет туда, кто хочет сюда, идет сюда. А страна наша должна остаться нейтральной и жить со всеми соседями хорошо. Вот так. Есть маленькая Швейцария в центре Европы, которая избежала всех войн. Вот мы должны делать модель такого государства.
Вот так. А не то, что хочет Мишки Влах, которым сегодня... Ну так подожди, они сами кричат, что Майя Санду втягивает в войну, но фактически они сами провоцируют Кишинев. Это же цинизм, по большому У нас, счету. послушайте, вот Или я чего-то не понимаю, как вы это вы понимаете? все правильно понимаете. Я почему вот это сказал, что у нас скоро отгородят вот этой проволокой. Вот в 14 Сами наши здесь? Да. В 2014 году нам прямо сказали, достоверно говорю вам, что сегодня вот вызвали туда форму зала, вызвали сегодня как бы этого Константинова и сказали, хотите, мы внесем это в Конституцию. До 2 февраля мы это все делаем. Ну не делайте нашу страну посмешищем на весь мир. Ну, задачи внести туда не было. Задача была заработать, чем наши люди и воспользовались. И нас дестабилизировать ситуацию. Да. И им нужно дестабилизировать ситуацию. То же самое сейчас. Никому не нужен НДС, никому не нужны эти патенты. Патенты прекрасно понимают, что сегодня то, что они приняли этот закон, им можно пойти в туалет и вытереть одно место. А что они водят уже 5 лет за нас этих людей с этим патентом? Почему они не могут объяснить этим людям, что все, уже патентов не будет? Знаете как, патентов не будет, и они это не могут. У них нету... легче их будоражить, водить за нос и обвинять в этом Кишинев. Обвинять в этом Кишинев. И патенты у нас никогда... Как мы можем влиять на какую-то налоговую систему, если у нас забрали налоговую? И забрали налоговую при Ирине Влах. И забрали ее почему? Потому что вот я тогда в том году, по-моему, был депутатом, начали на меня выходить люди. Вот выходят люди, я не могу понять. Вот пенсионеры мы сдали на 50 тысяч лей, сдали на 50 тысяч лей, на 50 тысяч лей. Пшеница говорит, Афанасьевич, мы не сдавали нигде ничего. Как это пошло? Когда начинаем... У них фиксируются доходы. Да, у них фиксируются доходы, и они должны платить налоговые... Когда начинаем искать какие-то там подставные фирмы, я уже не помню их названия, выходят на аффилированную фирму одного человека из исполкома, через которую потом прокручивается... Который был связан с пшеницей. Да, который был связан с пшеницей. И я подозреваю, что вот эту пшеницу, которая была 2000 тонн, ее просто легализовали и сняли с нее НДС. И потом ее гнали вот так туда-сюда и зарабатывали деньги. И тогда, когда увидел действующая власть, Дадон тот же, когда увидел, что вы не умеете править своей страной, они сказали, ребята, не умеете вы налоговой. Вот здесь стоит вот это все, вот стоит уголовное дело, переписывайте налоговый быстренько вот сюда, на это, и чтобы мы вас не... И Кишинев. И вот они все сделали. И то, что сегодня Ирина Влах пользовалась благами, она пользовалась благами, почему? У нее была полная поддержка Яралова, который был советником Плохотнюка, самым основным советником, и то, что она заигрывала с Дадоном, в оконцовке которого кинула. Вот и все. И потом у нее текли сюда денежные потоки. Я подозреваю, почему я говорил, перед выборами у нас как-то непонятно появилось, дали нам 100 миллионов лей. Я просил тогда Кишинев, разберитесь, пожалуйста. И эти деньги тогда, был здесь господин Драганча, Кику, вот так вот крутились около этих денег. И эти деньги так и мы не имеем отчет, куда они ушли и на что как бы они пропали. Ну, я надеюсь, где они пропали. Прокуратура даст ответ на этот вопрос. Сергей Иванович, я благодарю вас за то, что 20 минут истекли. Очень интересный разговор получился. Михаил, дайте я вам такую оконцовку, как бы сказать. Да, буквально минуточку, да. Да, вы знаете как, вот у нас то, что сейчас творится в Гагаузии с этим референдумом, мы добились, вот знаете, большого экономического кризиса. Это НДС, это сегодня вот патентообладатели, это сегодня у нас пенсионеры, вот эти, что с-под полы дают по 50 евро, понимаете? Вот это все когда-то аукнется. Я думаю, скоро у нас и бюджетники перестанут получать зарплату. Вот попомните мои слова. И тогда вот специально делают, чтобы был вот этот как бы социальный кризис, вот куда его вытаскивать. Вот так. И сегодня Кишинев, если не предпримет какие-то меры, то Гагаузия взорвет ситуацию во всей стране именно перед президентскими выборами. Я вот так вижу ситуацию. Хорошо, и какие меры Кишинев должен предпринять? Кишинев меры, это как бы, скажу вот сейчас, что должен предпринять Кишинев, что бы я сделал на его месте. Видя то, что Гагаузия сегодня, это как, извините меня, как обезьяна с гранатой, не знаешь, в какой момент она выдернет чеку и в какую сторону она ее выкинет. Но многие могут обидеться на эти слова. Я извиняюсь сразу, я говорю просто ситуацию, сравнивая с вот этим. Должен назначить здесь внешнее управление, исполняющего Башкана. Но это подрыв автономии. Послушайте, в этой ситуации уже не в ущерб автономии, а в интересах страны это должно быть. Почему? Потому что если взорвется страна, то мы, возможно, у нас будет конфликт вооруженный. И это уже нельзя будет вернуть обратно, как вот на Украине. Тут нужны жесткие меры, и вплоть до внешнего управления, до назначения нормальных выборов Башкана и Народного собрания.
По-другому я ситуацию уже никто не вырулит. Ситуация пойдет по нарастающей. Чем дальше она пойдет, тем больше будут вот эти народные, как бы, будут поднимать народ за деньги. И то, что сегодня, вот они, я говорю, то, что начнутся митинги, бабушки быстрого реагирования, они уже готовы. Просто они сейчас, когда выходить сейчас, они просят больше денег. Ага. Вот так. А когда будет тепло, им уже все равно делать нечего, они будут туда выходить. И даже вот этот митинг, у меня закралась такая вот мысль. 2 числа. Да, 2 числа. Я думаю, почему они вытаскивают туда детей и пытаются вот это. Я думаю, что кто-то получил деньги за этот митинг. И сейчас пытаются вот этими детьми деньги просто взять, положить в карман, красануть, а вот этим митингом показать массово и Шора опять обуть на энную сумму. Сергей Афанасьевич, я благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Друзья, это было мнение Сергея Афанасьевича. До свидания.